Огонь, вода и высотные здания. Главные причины тревог службы спасения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пожаров, утонувших и падений детей из окон сравнительно меньше. Но от этого не легче. Невосполнима потеря даже одного человека. Спасатели созвали брифинг, чтобы призвать через СМИ население к соблюдению мер безопасности. С начала года в городе утонуло 10 человек, 3 из них несовершеннолетние. Среди главных причин – купание в неустановленных местах, нередко в нетрезвом состоянии, отсутствие контроля за детьми. Игнорируются и карантинные ограничения. Спасатели перечислили, сколько они рейдов провели и вывесили билбордов и предупредительных табличек об опасных для купания местах. В СМИ, социальных сетях постоянно публикуются посты и видеоролики, но все тщетно. Ежедневно городской акимат совместно с волонтерами и местной полицией с 5 часов вечера до 9 ночи проводят рейдовые и разъяснительные работы. Несмотря на карантинный режим, люди продолжают купаться. Количество пожаров в городе сократилось на 4,4%, но в этом году они унесли 3 жизни. Причины пожаров в большинстве – неисправная электропроводка, детские шалости и неосторожность отдыхающих на природе. Мы просим родителей не оставлять детей без присмотра, также не сжигать мусор во дворах частного сектора. Если это приведет к пожару, то в соответствии с законом будут приняты соответствующие меры. С начала года зарегистрировано 5 случаев падения детей из окон. К счастью, все 5 живы, но получили травмы. В основном упадают из окон оставленные без присмотра дети в возрасте от 2 до 7 лет. Москитные сетки защищают только от комаров и мух. Для безопасности детей спасатели просят установить решетки. Мирам Кулькинжибекова, Срамут Сигенов, Турихан Кушахметов, телеканал Кызылорда.